Таджикские девушки опозорили страну в Турции. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что депортируют таджиков из Турции. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Турция передала на родину двух таджикистанок, задержанных во время полицейских рейдов в Стамбуле на девушек легкого поведения. Сами задержанные отрицают, что были высланы за торговлю телом, хотя не смогли объяснить в МВД, чем занимались в Турции. Во время беседы с высланными девушками таджикские правоохранительные органы выяснили, что официально они нигде не работают. Они говорят о том, что если бы у них работа, если бы нормальная зарплата, они бы никогда не пошли на это. Обе работали танцовщицами в одном из заведений Стамбула, одной 24, другой 26 лет, рассказали в МВД. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. После беседы девушек отпустили. Одна из них сообщила, что искали в Стамбуле работу на текстильной фабрике. Она скорректировала информацию о том, что их задержали вместе с группой других женщин из центральноазиатских стран. Нас задержали в 11 часов вечера на улице и отвезли в участок, уточнила она. По ее словам, это была ее вторая депортация из Турции. Первая произошла 5 лет назад. Официальной причиной стали проблемы с документами и незаконное нахождение в стране. После России и Казахстана Турция является одной из самых популярных стран у таджикских мигрантов. Граждане Таджикистана имеют право на безвизовое пребывание в Турции в течение 3 месяцев. По неофициальным данным, там живут и работают от 5 до 7 тысяч таджикистанцев. Родственники, если будут знать, это очень страшно для этих девушек. Или, допустим, соседи, круг друзей. Турецкая полиция регулярно задерживает гражданок стран Центральной Азии, обвиняя их в продаже своего тела. Женщины заявляют, что не имеют отношения к сфере интим-услуг, упирая на то, что их задерживают дома и на улицах, а не в ресторанах и борделях. Однако некоторых принуждают заниматься коммерческими интимными услугами. В феврале в Стамбуле полицейские обезвредили преступную группу, которая через социальные сети заманивала иностранок и держала их в рабстве. В ходе операции были освобождены 35 женщин, большинство из них из Узбекистана и Кыргызстана. Проблема существует, но страны сообща пытаются ее решить. На этом у нас все. Просим вас написать нам в комментарии темы, которые вы хотели, чтобы мы раскрыли в следующих роликах. Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Также оцените наше видео подпиской и лайком.